Статья Европейской конвенции, запрещающая пытки, абсолютно. Неважно, виноват ли в чем-то человек. Даже право на жизнь не абсолютно в той степени, в которой абсолютен запрет на пытки. Ну, потому что бывают ситуации, когда в порядке самозащиты, защиты другого человека и так далее, можно, может быть, такая несчастная ситуация складывается, когда приходится убить. Но пытать, когда человек уже у вас в руках, недопустимо. Ни при каких обстоятельствах и не ради чего. Многие годы наша организация, две наши организации, и Гражданское содействие, как социальная организация, и Мемориал занимались помощью, это называется, внутриперемещенным лицам из Чеченской Республики. Можно сказать, с 1991 года. Первый небольшой поток был русских, которые испугались того, что там идут некоторые процессы, которые казались им или были на самом деле опасными. Потом пошел поток общий, когда стали бомбить, когда стали убивать, и люди в массы свои бежали и приходили к нам за помощью. Эти люди привыкли к тому, что мы им помогаем. И когда основная волна военных действий спала, у нас начался новый поток обращений. Это был поток людей, которых незаконно привлекают к уголовной ответственности и которых потом истязают уже в условиях системы юдициарной, системы исполнения наказаний. Поэтому наша организация, которая на самом деле ориентирована на помощь мигрантам, была вынуждена начать проект. В 2011 году мы начали проект, который назывался «Защита от дискриминации в пенитенциарной системе жителей Чечни». До 2015 года мы занимались практически исключительно Чечней, но с 2015 года мы его расширили на весь Северный Кавказ. Причина этого в том, что, первое, в пенитенциарную систему пришло огромное число людей, участвовавших в Чеченской войне. Они привыкли относиться к чеченцам как к врагам. Они принесли с собой травмированное сознание, и они принесли с собой огромный заряд агрессии. И вот эти люди, которые считают, что у них в руках находятся их бывшие враги, а может быть и на сегодняшний день враги, полностью могут делать с этими людьми все, что они хотят. И то, что мы услышали о происходящем в пенитенциарной системе, выглядело страшно. Поэтому был открыт новый проект, который назывался «Защита от дискриминации в пенитенциарной системе жителей Северного Кавказа», который ставит перед собой цель защиту и предотвращение дискриминации по этническому и религиозному, отмечу, принципу, осужденных выходцев из этих республик, развитие общественного контроля над учреждениями пенитенциарной системы, анализ национальной и культурных потребностей жителей Северного Кавказа. Хочу сразу сказать, что мы выпустили книжку целую, которая, к сожалению, недостаточно активно используется на анализ и может передать текст всем, кому это понадобится, о потребностях мусульман в условии лишения свободы. Автор этой книжки человек, ученый, который работает в Институте этнографии, и это большой и серьезный друг. И вдруг я забыла Ахмед Ярлыков, да, совершенно верно. Ахмед Ярлыков, замечательный человек, большой профессионал в изучении ислама, ну и сам глубоко верующий мусульманин. За тот период, да, в 2015 году мы выпустили доклад, который переведен на английский, которым многие пользуются, защищая от экстрадиции и депортации наших сограждан из Чечни и вообще мусульман в целом. Вот сейчас, вот буквально в самое ближайшее время, выйдет новый доклад о следующем периоде, и им тоже можно пользоваться. За этот период, с 15 до сегодняшнего дня, 2015 года, нам было более 2000 обращений, более чем 2000 дел. Вот можете представить себе, что это в среднем 2 обращения в день, с которыми мы работаем. Наверное, около 50% обращений из Чеченской Республики,
Ну, а остальные из Ингушетии, Дагестана, из Кабардино-Балкарии. Это вот в первую очередь все-таки Чечня остается. В 170 случаях нам удалось добиться положительного результата. Было возбуждено уголовное дело, колония отказывалась от перевода осужденного на тюремный режим, от наказания и так далее. Это совсем немного, к сожалению. И ни одно дело, я должна сказать, было возбуждено несколько дел против вот этих самых истязателей, до конца доведено не было. Было дело, когда люди были осуждены, получили они где-то 2 или 3 года условно, была подана апелляционная жалоба, и на втором она была удовлетворена, дело рассматривалось снова, и признали, что они могут продолжать истязать, избивать людей в собственное удовольствие, и никаким образом за это не отвечали. Какие у нас в основном жалобы? Сейчас, одну секунду. Вот. Какие у нас основные жалобы на то, что происходит в тюрьмах? Ну, прежде всего, нам продолжают жаловаться на фабрикацию уголовных дел, на то, что люди сидят невинно. Очень редко мы можем помочь, потому что, как правило, когда к нам обращаются, уже срок обжалования закончен, уже нельзя обжаловать. А дел очень много, и огромное число сидящих там. Вот иногда создается впечатление, что все. Вот потому что, когда читаешь приговор, то видишь, что там нет доказательств, просто нет совсем. Что дела сфабрикованы. Да. Вообще это касается не только Чеченской Республики. То, что у нас делается в судебной системе, это ужасоподобно. Фактически в России произошла деструкция судебной системы. О том, что у нас нет независимой ветви судебной власти, это давным-давно уже известный факт. Да. Вот. Ну, я позволю себе привести пример. Это хотя бы 3 примера из Чечни. Это Руслан Кутаев, который недавно вышел из тюрьмы. Это человек, который мне говорил, что я веду неправильный образ жизни, недостаточно здоровый, что мне надо больше двигаться и так далее. Худеть надо и прочее. Это такой был энтузиаст здорового образа жизни, что представить сегодня его и наркотики просто невозможно. Ему были подложены наркотики, причем наркотики бесследно исчезли. Ну, дорогая штука, понимаете? Килограмм наркотиков держать вещественных доказательств, жалко, продать дешевле лучше. Наркотики исчезли. А так человека судили и осудили. Его мучили, его истязали для того, чтобы он дал признательные показания. На суде он говорил о том, что с ним произошло, но на суд никакого впечатления это не произвело. Второй случай, о котором я хочу сказать, это Киреев, журналист Кавказского ГТА. Он был задержан и обвинен в том, что он якобы изготовил наркотик и курил его на кладбище. Те, кто сочиняли эту историю, они не знают, что ровно на то время, когда якобы его задерживали, он должен был сидеть в самолете, на который зарегистрировал билет, и лететь на конференцию. Вот можете себе представить, человек должен лететь на конференцию, да? Вместо этого, в последний момент, он думает, да зачем мне эта конференция за границей, понимаете ли? Я лучше пойду на кладбище и там покурю. И такое дело проходит. Да. Оно проходит в суде. Судьи принимают все на веру, что говорят следователи. Все нормально. Соучастники. Он скоро выйдет на свободу, я надеюсь. У меня такое глубокое чувство вины, что мы не защитили ни Кутаева, ни Гиреева. В очевидных случаях мы оказываемся бессильны. Пишут газеты, мы говорим там средствами массовой информации. Ничего. Абсурдность дела ни на кого не производит впечатления, потому что это не важно. И таких дел тьма. Титиев. Дальше. Ну, конечно, Аюб Титиев. Дело, которого не закончено. И боюсь это сказать. Ну, я не могу потерять надежду. Я не могу сказать, как некоторые говорят. Я уверена, что его посадят. Уверен. Это не должно произойти. При этом я знаю, что очень высокие персоны говорили с Владимиром Владимировичем, и ни один человек, включая Рамзана Кадырова, не сомневается в том, что у Аюба никаких наркотиков не было.
этот суд, он, к сожалению, нет времени. Но описать это просто никакого Жванецкого не надо. Он выглядит смехотворно. У них у всех амнезия, у свидетелей. Они ничего не помнят. Никто из них не знает о нем. И все их утверждения голословные. Свидетель, который ездил за понятыми, не может объяснить, почему его отправили за ними ехать, когда можно было оставить любую машину, оставить прохожего и попросить быть понятым. Почему нужно было куда-то ехать и привозить своих бывших подчиненных в качестве понятых? Что это был за цирк? Когда он выступал в суде, я была на этом заседании, ему стало плохо. Не так просто делать мерзости, очевидные мерзости. А когда вошли свидетели, пожилые люди, вроде Ахмета, в зал давать показания в пользу Аюба, зал встал, и встали охранники. И я считаю, что дело Аюба Титиева на самом деле воспитывает сейчас население Чечни. Люди начинают понимать, что можно сопротивляться. И к суду пришли большое количество людей, когда наши мои коллеги из Комитета гражданского содействия, там было 6 человек, которые давали показания в пользу Аюба. К сожалению, никто из нас не присутствовал при этом, извините за выражение, задержания. Но мы знаем его, мы все с ним работаем много лет. И когда они пришли, то пришли и односельчане, и они готовы были давать показания. И это было, как я понимаю, достаточно неожиданно. Ко мне подходили люди, впервые за все время. Ко мне подходили люди и говорили: мы знаем вас, спасибо вам. Останавливали адвоката, говорили: Марина Дубровина, да, спасибо вам. Люди говорили на улице. Раньше я этого не видела. Это по делу Аюба. Что же происходит, когда людей сажают в тюрьму? Все-таки вернемся к теме. Когда они оказываются в тюремной системе. Еще раз скажу, виноватые или не виноватые, это не важно. Им отказывают в медицинском обслуживании. Человеку эпилепсия, ему не только не дали из-за этого депорты исчезают. Только из-за этого. Просто что медобслуживание должно. Людей не помещают в больницу, людям отказывают в освидетельствовании после избиения. И так далее, и так далее, и так далее. Дальше. Инвалиды, по которым принимается решение медицинской комиссии о том, что они не могут отбывать наказание в условиях лишения свободы по своему физическому состоянию. Казалось бы, закон должен быть устроен так, что этого достаточно. Есть комиссия, ваша комиссия. Это не просто какая-то комиссия независимых экспертов. Это комиссия официальная, пенитенциарная система. И она принимает решение, что болезнь такая, которая входит в перечень болезней, по которым нельзя человека лишать свободы. А почему-то дальше идет в суд. Вот такая система, что потом это идет в суд. И суд принимает решение, что несмотря на это, из-за тяжести обвинения или по каким-то еще нелепым причинам, по возможности оказания, например, все-таки в условиях лишения свободы помощи, человек может отбывать наказание, и он там остается. Следующая тема. Удаленность от мест отбывания наказания. Нам пишут из 50 регионов России, и все они далеко от Чечни. Наше государство иногда дает обязательства. Вы отдайте нам человека, мы его не будем судить в Чечне и не поместим в колонию в Чернокозово. А колония Чернокозово, конечно, когда сажают туда Кутая, чтобы за ним следил Кадыров, это одно. Но, как правило, это блатная колония, куда попадают выкупленные из других мест чеченцы, хорошо обеспеченные. Я не буду их называть чеченцами, я вот несколько раз коллега Усама отправляла, надо говорить кадыровцы. Здесь теперь два термина. Чеченцы это одно, кадыровцы это другое. Так вот, когда выкупают и помещают в Чернокозово, человек, даже совершивший преступление, довольно быстро оказывается на свободе. То есть эти гарантии, это тоже я хочу, чтобы вы понимали, не стоят ломаного гроша. Осудят там, куда привезут, и посадят так далеко, что родственники лишатся возможности встречаться со своими близкими. Есть еще один финт. Родственники приехали за 4000 километров. Бедные люди, едва-едва собрав деньги на то, чтобы принести какие-то передачи. Мать хочет видеть сына, жена хочет видеть мужа, дети хотят видеть отца. Что происходит? Он совершил правонарушение. Вот прямо перед этим. И оказался в СИЗО. И свидания не дают. Пару раз мне удалось, звоня там в разные инстанции, пользуясь какими-то странными связями, добиться того, что разрешили встречу.
Как правило, это не происходит. Нет, ну, может быть, больше надо. 4, да? Вот. Значит, дисциплинарная практика. Ну, вот я уже говорила, сажают почем зря просто так, без всяких объяснений. Вероисповедание. Я не буду об этом говорить много. Вы все это прекрасно понимаете, да? Человеку наступили на Коран. Вот что будет делать мусульманин? Можно его после этого наказывать? Наказывать надо того, кто это себе позволит. Во всех колониях есть священник. Луну пускают по большим праздникам. Издевательство страшное. Помещают в ШИЗО. Объяснить. Вот мы написали 104 страницы о том, что мусульманину нужен коврик. И почему? И как ментально этот коврик нужен. Я теперь знаю. Я раньше не знала. И знать не знала. И мне это было как-то не очень нужно. Теперь я понимаю, почему. Потому что это должна быть некоторая среда, которая его отделяет от окружающего мира. Омовение и так далее. Ничего этого не делается, идет сплошное издевательство. Дальше. Повторное осуждение. Это страшная вещь. Вот человека должны отпустить, а перед этим ему устраивают какое-то новое обвинение. Откуда может взяться новое обвинение? Человек сидел 12 лет. Оказывается, 13 лет назад уже что-то произошло, что не раскрыто, и вдруг тут выясняется, что это сделал он. Еще лучше. Человека, вот у нас есть конкретный пример, я не буду называть имена, я сейчас назову только еще одно имя. Человека предлагают ему дать показания на того, кто сейчас находится под следствием. Он отказывается. Ему инкриминируют взятку сотрудникам пенитенциарной системы, взятку в колонию. То есть вот организуется некоторое шоу, якобы он дает эту взятку. И он получает 7 лет дополнительно к тому, что он уже отсидел. 7 лет за попытку дачи взятки сотрудникам пенитенциарной системы, которые постоянно занимаются вымогательством. Вы хотите жить хорошо, отремонтируйте барак, пусть ваши родственники привезут то, другое, третье, десятое. Расскажу одну историю. Февраль 2005 года. Личик Джанаралиев, назову имя человека. Личик Джанаралиев занимался каким-то мелким бизнесом, поехал из своего села чем-то торговать в другое село. И ему его сосед предложил его подвезти домой. И он сел в эту машину. Машина была расстреляна. Расстреляна так, что хозяин машины убит, а Личи стал инвалидом-колясочником, у него из 4 конечностей действует одна рука. В машине что-то было найдено. Кажется, там какое-то незаконное оружие было найдено, но оно не принадлежало ему, как и машина. Судят Личи. Надо же объяснить, почему стреляли. Почему не могли задержать так, чтобы задержали только того, кто действительно, по их предположениям, имеет отношение к преступлению. Личи получает в таком состоянии человека, которого уже лишили возможности нормально жить, 12 лет лишения свободы. И сколько мы не боролись, сколько мы не посылали туда адвоката, он отсидел от звонка до звонка. И вышел он вот совсем недавно, и почти сразу после этого Европейский суд принимает решение в пользу Личи и признает, что были нарушены 6-я статья «Право на справедливый суд» и 3-я статья, статья на недопустимость унижающего человеческое достоинство обращения, фактически пытки. Присуждает ему огромную сумму, 15 000 евро, на мой взгляд, могли бы побольше. Тем более, что Россия платит. Вот единственное, что делает Россия по решениям Европейского суда, это платит. Вот. Что говорит Личи? Звонит Личи. Спасибо. А за что спасибо? Мы ничего не сделали. Мы не смогли его спасти. Мы только были все время на связи с ним и с его женой. И как-то ее немножечко утешали. К сожалению, часто мы ничего другого сделать не можем. Ну вот эти 15 000 он просит не переводить в Чечню. Почему? Потому что заберут. Он Ахмата Кадырова. У этого человека, которого, в общем, осталось очень немного, семья, которая терзалась столько лет, и ждала его, и дождалась, и спасибо его жене, которая так
как его ждала, так его ждала. Потому что я знаю, как она его ждала. Я с ней много раз разговаривала на протяжении этих 12 лет. И вот человек боится, какая, кстати, человек боится взять... Это не я. Нет, я вас и не заподозрила. Да. Ну, я могу и так охватить аудиторию. Перевода не будет. Это работает? Да. Ну, давайте, потом у меня будет. Ну вот, значит, вот. Ну, значит, по частям, какие адвокат получит эти деньги, и как-то по частям мы будем перевозить туда, в Чечню, потому что даже этого человек боится. И если здесь есть журналисты, писать об этой истории, ну вот так, о конце этой истории, обо всем, кроме вот этих денег. Обо всем остальном можно. О том, что есть решение Европейского суда в его пользу, и что признано нарушение, серьезное нарушение Российской Федерации эти две статьи. В конце одна фраза. А бывает ли по-другому? Бывает. С теми, кто из Чечни, бывает. Если они кадыровцы. У нас была замечательная история, очень коротко. Было ДТП, дорожно-транспортное происшествие. 3 молодых человека пришли и стали спорить с полицией. Они просто пришли с хорошим соображением. Решили одной из участниц помочь. Они, значит, стали спорить с полицией, говорить, что вот она не виновата, ну и так далее. В общем, что произошло? Произошла драка между ними. Их забрали, естественно, одного из них как следует побили, увезли в полицию. А через полчаса отпустили. Почему? Это чеченцы, то есть из Чечни. Потому что это люди Кадырова. Протоколы составлены, обвинения есть. Что делать? Идут на стройку и забирают 3 других чеченцев, которые другие, да. Не кадыровские. И несмотря на то, что мы бились, 3 года они отсидели, никто помочь не мог. А что помогло? Вот я сейчас сделаю вам приятное. Традиции помогли. Помогли традиции, потому что родители тех, кто сидел, пришли к родителям тех, которые кадыровцы, и предъявили им уже претензии не по российскому закону, а по традиции. Твой сын сидит между... Это что, кровная месть? Что нам теперь делать? Те вызвали своих ребят, сказали, идите сдаваться. И они пришли сдаваться, а следователь сказал, дело сделано. Вы нам совершенно не нужны, пошли вон. Ну, в общем, потом в это вмешался. И смех, и грех. Федотов, председатель совета при президенте. И через 3 года люди оказались на свободе, а тех так и не посадили, потому что с ними связываться опасно. Спасибо.